Салам алейкум. Я вот хотел обратиться вот этим чеченским нацикам, которые вот эти, они мунафики, которые себя считают мусульманами, опустившие такие бороды. Взяли там за шкверняк одного таджика и говорили: если кто-то подойдет хоть близко к чеченке, мы его убьем, мы не оскорбляем чужие нации, мы уважаем всех, но если кто-то подойдет, субханаллах, это что, подойти или там разговаривать, что это харам, что ли? В Коране так написано, да? Вы мунафики, вы считающие себя мусульманами, вы после этого вы считаете, что вы мусульмане, иншаллах, наверное, что вы уже, наверное, не мусульмане, потому что вы мунафики. Вы объединяетесь вокруг нации, а не вокруг Аллаха, не вокруг Корана, не вокруг Сунны, да? Вы покушаетесь на права Аллаха. В Коране кто националист, за националистом Коран не читается, за националистом вообще дуга ничего не делается, потому что он уже является по своей сути неверующим кафиром. Потому что Мухаммад ибн Абдулла никогда не говорил, что национализм это приоритет арабы, приоритет над арабом, такого нет. Только лишь богобоязненные люди могут быть перед Аллахом выше, но никакой даже нации. Даже Мухаммад ибн Абдулла, саллаллаху алейхи вассалям, так не говорил, это порицал. И халифат строился не по национальному признаку, а по мусульманскому признаку. Вот. Я вот сам казах, да? И если моя дочка, вот, допустим, решит выйти замуж за таджика, конечно, я так не отдам. Я буду стараться всеми способами, чтобы она вышла за казаха, как бы, чтобы казахи все-таки у нас культура одинаковая, мы понимаем друг друга. Но если она так решила, что она хочет выйти за таджика, да, но я свою дочку не отправлю, чтобы она далеко уехала, вон за то село или в Таджикистан. Нет, у меня поставлю одно условие, да. Хорошо, ты, дочка, ты выйдешь, но ты будешь жить рядом со мной, в соседнем доме или в одном городе, в одном районе. Чтобы чуть что, отец пришел и помог. Я никогда не отдам, то есть я отдам дочку, да, иншаллах. Ну раз уж Аллах так решил, это уже естественная любовь, раз уж Аллах решил, то мне уже придется уступить. Но не по доброте, я же не буду, допустим, покушаться на права Аллаха и ругать творение Аллаха. Субханаллах. Нет, конечно, это я никогда не буду делать. Я дам благословление, но я сразу хочу оговорку сказать. Если моя дочка выйдет, допустим, замуж за таджик или узбек, я далеко не отправлю. Скажу, если хочешь, ты будешь здесь рядом жить, где вы будете жить? Если далеко, я не отправлю, не отдам. Далеко, вот в Ташкент, таджик. А вдруг он ее будет обижать, будет бить? Нет. Лучше ты будешь жить, или я, допустим, если я буду богат, я куплю квартиру, будете у меня здесь жить, все. А я дальше свою дочку не отдам, все. Вот. Это не потому, что он узбеки. Если бы был бы казах, да, я бы отправил бы дочку, она как бы жила бы в Костанае, не имеет значения. Но другая нация как бы для меня чужда, но все равно я бы разрешил бы. Я же не буду выступать против творения Аллаха. Понимаете? А вы, кафиры, вы говорите, что если кто-то близко подойдет к моей дочери, я вам покажу. Да вы, блядь, шакалы, блин. Блядь, я могу поспорить, да вы бы так бы не вели бы там в Таджикистане, в Узбекистане, понимаете, блин. Вы знаете, что эти мусульмане, они муджахиды, они просто безобидны, они вот стоят и ничего не могут сделать. А за вами вот эти ахмадовцы, ахмад-кадыровцы, у вас стволы, деньги, вас спонсировать, вас поддерживает ФСБ, и поэтому вы так выебаетесь, понимаете? И главное, что вас поддерживает и поощряет этот Рамзан Ахмадович, типа защитник сунны пророка, защитник ислама, в кавычках. Поэтому вы, мунафики, иншаллах, вы ответите перед этим. А вот эти узбеки, они таджики, они молодцы, они правильно делают. И я, во-вторых, он ничего не нарушил, он не нарушил там шариат. По шариату даже дозволено флиртовать девушка с мужчиной, если там будет третий, четвертый человек или на улице. Ну как она будет выбирать или спутника, или спутницу, правильно? А они улыбнутся, посмотрят. Так, если она понравится, все. По шариату дозволено флиртовать. Не так переходить, да, дозволено. Мужчина понравились, они сговорились. Все, мужчина уходит домой, отправляет маму с отцом к дочке родителей, они договариваются о свадьбе. А вы мунафики, Это не всем чеченцам, это именно вот этим мунафикам. Так что, чеченцы, вы подумайте. Не все чеченцы, субханаллах, чеченцы молодцы. Я имею в виду вот эти чеченцы, которые националисты.